Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Последнее новолуние года. Что запустит, что принесет в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ну что, мои хорошие, смотрите, новолуние принесет вам деньги. Деньги принесет, благодаря которым вы можете какую-то гору переступить и вот как что-то решить, либо чего-то добиться. Деньги, к вам придут деньги, материальные блага. Новая луна несет новые деньги. Либо наконец-таки произойдет то, что принесет вам деньги. Деньги могут прийти как и через работу, так и прийти через кого-то. Кто-то может вам денег дать. Допустим, любимый человек, либо родственники, либо это какая-то выплата вам придет. Но у кого-то именно на работе, там дадут эту 13-ю зарплату, либо какую-то премию к Новому году. Новолуние для вас все равно придут деньги. Еще какую-то гору можете переступить. Гора, которая вас пугала, но когда взойдет новая луна, вы увидите, что эта гора настолько мелкая. Это даже не гора, а какая-то кочка на вашем пути. Ничего там страшного и криминального нет. Вы даже как-то сами с себя посмеетесь и скажете: ой, ничего себе, это я испугалась. Маленький камушек на моем пути, а я испугался, либо испугалась. Как-то еще так, знаете, очень с юмором посмотрите на всю эту ситуацию. Дальше, мои хорошие, с новой луной придут какие-то новые идеи, новые мысли. То, что вам было раньше неведомо. То, что вас стопорило на жизненном пути. То есть, скорее всего, вы в каком-то себя лабиринте чувствовали, либо в тупике находились. А теперь новые идеи, новые мысли, какие-то инсайты будут открываться. И вы скажете: точно, мне нужно делать это и это, либо мне нужно так и так поступить. Буквально вам откроется 1000 дорог. Как 1000 мыслей появится, так и 1000 дорог вам откроется. Давно такого с вами не было. Понимание того, что сейчас я у руля своей жизни, понимание того, что мне открыты все дороги, и я все могу. Все, что захочу, я все смогу. Состояние наполненности у вас идет. И голова у вас хорошо работает, так четко, ясно, как часы, минута к минуте, секунда к секунде, час к часу, так у вас идет. Видение и понимание того, что все возможно и все в ваших руках. 1000 правильных мыслей и 1000 открытых дорог. У кого-то в прямом смысле слова дороги откроются. Может быть, вы куда-то хотели, но не могли туда попасть. А теперь вы поймете, как вам это сделать. Вы поймете, что нужно сделать это и это для того, чтобы доехать туда, куда вам надо. Может быть, какие-то блоки упадут, может быть, еще что-то произойдет. Но открыто. Мне идет, что все открыто. И это все происходит с левой стороны, там, где вы вовсе уже не ждали, не гадали, и так рукой махнули и отвернулись. Показывают человека, который ударствовать будет. Но этот человек сам виноват в своих проблемах. Причем мне даже больше, знаете, на что похоже? Что человек начинает пожинать плоды своих трудов. Возможно, этот человек всем пакостил, вредил, желал всем зла, а теперь сам с этим столкнется, либо сама столкнется. А то, что в новую луну начинается, то очень долго длится, целый месяц продлится. И я вижу, что вся спесь, вся агрессия, вся злоба этого человека уйдет. Человек как обессиленный мне идет, как тряпочка какая-то, грязная и вонючая. Не будет помех от этого человека, не будет козней, и человек будет очень таким вымученным своими проблемами.
И никакого нежелания, никакой активности от этого человека не последует ни к вам, ни к другим людям. Прям такой хороший знак, жизнеутверждающий. Дальше показывают, что вы какой-то правды сможете добиться. Новая луна придет, и вы сможете добиться правды. Правды для себя, либо правды там, где что-то было скрыто. Конечно, придется бить молотом, скорее всего, там что-то спрятано, либо добиваться придется. Но с другой стороны, кто себя не пожалеет, тот правды добьется, тот правду узнает. Либо порядок, добьетесь того, чтобы был порядок. Сильный знак тоже с левой стороны. Может быть, вы сейчас считаете, что вы ничего не решаете, либо от вас ничего не зависит. Но когда придет новолуние, вы прям почувствуете необходимость бороться, биться и добиваться. Вот как силы, я вам говорила, с новой луной силы придут. Вернутся к вам силы, восстановление придет. Как будто бы свежая энергия у вас пульсирует. Тоже сильно. Дальше, в новолуние какое-то удивительное событие, к которому вы окажетесь не готовы. Это событие вас почему-то сначала напугает, а потом наоборот, вы прям наслаждаться будете этим событием. Скорее всего, потому что неожиданно. С чем можно сравнить это событие? С чудом можно сравнить. Вот произойдет чудо. Чудо, которое никто не ждал, и вы в том числе, но которое приходит по воле судьбы, либо по велению высших сил. И опять же, что в новолуние случается, то целый месяц будет продолжаться. То есть чудес. Будет много чудес, будет много удивлений, волшебства много будет. Как-то будут так события складываться вам на удивление и на радость, чего давно не было. Вот давно вы так не жили, давно вы так каждый день не радовались, каждый день как ребенок не удивлялись. И, скорее всего, уже даже позабыли, что это за ощущения такие. А вот именно это новолуние вам эти ощущения назад возвращает. Много чудес, много удивлений идет. Я вижу, что вы много улыбаетесь, и у вас даже сон лучше становится. Потому что вы не думаете о плохом, вы не думаете о проблемах, вы с улыбкой засыпаетесь, вспоминая те чудеса, которые с вами случились в течение дня. Очень много необъяснимого. То, что не поддается логике, то, что нельзя объяснить. Будет казаться, что вас буквально в лоб поцеловала госпожа Фортуна. Но на самом деле что-то мне подсказывает, что вы просто себе назад свое возвращаете. Вот смотрите, тут энергия возвращается, тут у вас силы приходят, тут видение идет, деньги приходят. Тут, скорее всего, похоже на то, что вас либо вампирили очень знатно и очень много от вас отобрали, либо вы долго восстанавливались после какого-то ужасного события, и действительно нужно было время на то, чтобы и прокачаться, и очиститься, и перезапустить основные жизненные процессы. А новая луна вам в этом помогает. То есть буквально, благодаря новой луне вы заряжаетесь, а луна растет, ваша энергия тоже растет, и получается в Новый год вы войдете в полном плюсе. У вас по итогу получается, что плюс в плюсе находится, очень хороший знак. И, скорее всего, то, что вы полны энергии, свежей, новой, положительный, помогает вам эти все чудеса в жизнь привлекать. Вы как бы становитесь как магнит для чудес. Но оттока нет, только лишь приток. Еще и рост с этим притоком идет. Прям по-другому себя будете ощущать. Очень много разных желаний у вас родится. Очень много сил на то, чтобы реализовать то, что задумано. Голова работает прям четко и ясно. Дурные мысли в голову не лезут, дурные люди стороной обходят, вот он ваш главный триггер, в минус ушел. Смотрите, этот человек уходит в минус, а вы наоборот в плюс уходите. Может, это и был ваш вампир, либо тот, кто на вас воздействовал и влиял. Дальше, в семье. Вот у меня семья. Очень похоже, что вы как-то жили, как будто бы на пружине такой растянутой, натянутой, и боялись, что вот-вот и вас выкинет из этих отношений. Либо вы друг друга настолько доведете, что разбежитесь и не захотите больше никогда не видеть, не слышать друг друга.
что-то было, напряжение, да, напряжение было в отношениях. Это могли быть семейные отношения, вы можете быть просто влюбленными, да, парой вы можете быть. Но вот напряжение у вас, как ни странно, спадает. И спадает, опять же, с ростом Луны. Чем больше Луна становится, тем меньше напряжения в ваших отношениях. То есть вы уже как-то нормально разговариваете, договариваетесь, общаетесь, улыбаетесь, строите планы, друг к другу тянетесь. Но вот как, говорят, бабушка пошептала, да, вот такое ощущение. Может быть, против вас что-то делали, да, но все-таки это общая отсыпка. А может быть, действительно были какие-то вот триггерные зоны, вы в них все время попадали и друг друга винили, да, либо от друг друга ждали, но никто ничего не делал. Вот пружина не сработает, наоборот, здесь откат пойдет. В плане того, что сила этой пружины совсем уйдет, расслабится, а вы намного лучше общаться станете. Вообще мне на пару идет руна, которая предвещает укрепление связи и вообще плодородие. То есть хотели разводиться, но резко передумаете и друг к другу лучше относитесь, без друг друга уже обходиться не можете, друг в друге души не чаете. Да? Вот есть же такое выражение. И опять же, то, что вы делаете вместе, все как будто бы приумножается. Вы и раньше что-то вместе делали, но вы не имели такого результата. Сейчас вот прям плодородие идет, да? Увеличение, рост плодородия. Очень хороший знак, тоже с левой стороны. Вот кто надумал расходиться, разводиться, я вас разочарую. Наоборот, вы еще больше друг друга проникаете, вы еще больше плотнее связь устанавливаете с друг другом. Хороший знак. Еще с новой луной новые люди придут в вашу жизнь. Причем разные. Здесь и мужчины, и женщины, и кто постарше, и кто помладше, и одногодки придут. Много с кем будете общаться, много с кем будете взаимодействовать и много с кем подружиться сможете. Это если мы говорим про совершенно новых людей. Разнообразие лиц, разнообразие разговоров. И вы выходите из своей этой шкарлупки, в которой очень долго сидели. Может быть, у вас было такое время, когда вы не хотели ни с кем общаться, никого не хотели видеть, ни с кем не хотели знакомиться. Вы тянулись к тишине, к покою. А тут наоборот, хочется праздника, хочется общения, и люди такие хорошие, положительные встречаются. Но вот чем больше становится Луна, тем больше у вас знакомых, тем больше у вас общения в жизни. Общение может быть как и личное, так и в интернете, например. Да? Очень много людей придет с новой Луной. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы единички будете встречать. Единица – это знак лидера, это первое место, это быть главным, это царская цифра, да? Единица. Единицы вам на благо идут. Либо у вас появляется желание, да, не прятаться в тени, а быть на виду. И тут все сходится, и ваше желание, и та данность, которая идет по судьбе. Давайте так, вот как я вижу, что вы очень умный человек, вы очень интересный человек, вам есть что давать, да, что предложить этому миру, что предложить людям. И сейчас это как никогда будет востребовано. Никто не будет с вами конкурировать, никто не будет смотреть на вас криво-косо, наоборот, все будут поддерживать вас, эту единичку, либо даже просить, чтобы вы были главной, да, либо главным. Но это и обязанность, и почет. Вижу, что вы не против будете, у вас тоже появится желание. Также показано, что с новой Луной какие-то двери вам начнут открываться. Но двери будут открываться буквально вот в одну дверь входите, следующая открывается. За дверью дверь. Вот так мне идет. И тут как целый коридор из этих дверей. Очень интересно, не совсем понятно, но тем не менее это как-то для вашего будущего, либо для вашего развития. Может быть, если перед вами стоит задача, вот опять же, чего-то добиться, либо посетить какое-то учреждение, либо какого-то человека, вам придется пройти через разные двери. И эти двери будут для вас открываться. Это не так, что вот прям закрыто, заблокировано, надо стучаться, кричать, чтобы вам открыли. Нет. Здесь вот через одну дверь проходите, следующая открывается и так дальше по списку. Хороший знак. Но опять же, двери — это возможности.
Двери – это реализация. То, что было недоступно, открывается именно сейчас. И имеет тенденцию к тому, чтобы вот этот коридор, он не заканчивался. То есть, чтобы любая дверь, либо любая нужная вам дверь вам открылась. В какую-то такую зону входите с этой новой луной. Я не могу понять, может быть, вы какую-то чистку проходили, может быть, вы себя отмаливали, может быть, вы посещали какие-то места силы, места, где происходит очищение, либо отпущение. Вот что-то вы делали, мне идет. Либо за вас кто-то очень так сильно молился и буквально вас вымолил, отмолил, мне идет. Но потому что здесь настолько все меняется удивительным образом. Ну, а может быть, вы действительно стоите на эпохе разрыва, да, разрыва между прошлым и настоящим-будущим. То есть прошли тот самый этап, либо закрыли свой какой-то цикл. У каждого человека свой цикл, у кого-то это полгода, у кого-то это 5 лет, у кого-то и 7, и 10, может быть. Да, вот как закрываете. И да, вот это новолуние кармы вообще считается, да, когда в преддверии окончания года циклы подходят к концу, и вот карма настигает человека. То есть если человек был достойным, заслужил, он получает свое и получает награду. Если человек где-то там накосячил, либо повел себя неблагородным образом, и это не признал, не осознал, то получает, опять же, свое наказание, и плюс еще сверху накидывают. Ой, я так рада, что вы все у меня такие добрые, хорошие, светлые люди. У вас я не вижу наказаний. Наоборот, смотрите, открытые двери, облака уходят, горы маленькие, деньги приходят, энергия приходит, перезагрузка, плодородие. Очень хороший знак. Кстати, вот еще про плодородие хочу сказать. Если вы планировали ребеночка, вот с новолуния, да, самое лучшее время этим заняться вплотную. Потому что по этой руне плодородия у вас точно получится. Даже, возможно, не один ребеночек получится. Там близняшки, двойняшки. Имейте это в виду. Если не планируете, тоже имейте это в виду. Предохраняйтесь по полной, да, а то будет вам подарочек. Да. Дети — это всегда хорошо. Еще вижу в вашей отсыпке чье-то намерение отдать вам то, что вам принадлежит, либо должно принадлежать вам. Допустим, кто-то попросил человека вам что-то отдать, передать. Человек вот зашкурил и себе оставил. Либо человек, например, на вас обиделся, либо считал, что вы недостойны. Но новая луна будет толкать этого человека через сны, через мысли, через других людей, чтобы вам отдать то, что ваше. Может, украли у вас что-то даже, да, вот вор может принести то, что украл, либо подкинуть, либо как-то там подложить, я не знаю, в руки отдать, сказать, я нашел. Я не вор, я просто нашел. Да, даже такое может быть. Интересный знак, конечно. То, что ваше, к вам должно вернуться. Мне идет именно так. Пропало, украли, потеряли, да, то, что ваше, должно вернуться. Либо то, что вам кто-то оставил, либо решил отдать, но вот оно к вам придет. И это все в новолуние случится. Вот до момента, пока луна растет, да, когда наступит полнолуние, это будет считаться, что цикл новолуния закончен. Так, еще новая луна. Новая луна мужчину на лошади покатает. Причем лошадь такая, знаете, мощная. На этой лошади нужно уметь удержаться. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, то у вас очень много будет работы. И работы с каждым новым лунным днем будет становиться все больше и больше. Но опять же, хотели заработать денег, вы их заработаете. Но придется, конечно, работать, пахать придется. Если вы искали работу, то здесь либо разные предложения будут поступать, с каждым новым лунным днем, да, новое предложение. Либо ставки в этих предложениях будут повышаться. То есть вам могут предложить, допустим, какую-то номинальную работу, потом передумать, предложить вам уже более какую-то как специалиста работу, потом еще передумать, еще какую-то предложить.
То есть еще такой момент может отыграться. Но лошадь мощная, и нужно четко вот так схватиться за гриву и не отпускать. Если упадете с этой лошади, ну, это плохо. А если выдержите, удержитесь за эту лошадь, то это хорошо. Она прям вас в доход, в достаток вывезет. Ну, либо в крутую карьеру. У кого как пойдет. Девушки, женщины, у кого мужья сейчас работают, либо в поиске работы, вы их там мотивируете, объясните им, как надо себя вести, не отказываться и не бояться. Это хорошее время. Новая луна вам еще какие-то подарочки подкинет. Подарочки. Подарочки, знаете, какие? Это не материальные подарки, сразу говорю. Это подарки вот для души мне идет, да, вот когда душа радуется, когда душа спокойна. Может быть, вы сейчас за что-то переживаете, или вы места себе не находите, может, у вас какое-то волнение, томление происходит. Вот новая луна вам эти подарочки принесет. Их немного, но они прям очень классные. Успокаивают вашу психику, нервную систему, являются бальзамом для вашей души, ну и со всеми вытекающими. Это не про деньги, это не про материальное, это именно про успокоение, обретение гармонии и про радость души мне идет. Дальше показывают большую птицу, но эта птица, она почему-то не летает, видно, потому что очень большая, она как будто бы пешком ходит. И эта птица идет в направлении слева направо. То есть откуда-то из неизвестности, оттуда, откуда не ждете, она идет в вашу сторону. И эта птица, она непростая, она что-то на себе несет. Ну, либо кого-то несет. Может, там человек, как всадник, сидит. Ну, а может, там какой-то груз ценный для вас. Может быть, вы ждете что-то, да? Либо кого-то ждете. Но человек приедет, либо вот то, что вы ждете, к вам придет совершенно каким-то иным способом, либо иным маршрутом и в другое время. Вот, ну, такая птица, ее трудно не заметить, конечно. Придет, вы очень сильно удивитесь. Хороший, на самом деле, для вас знак. Вот здесь какие-то завязи идут. Вот как виноград, например, дает такие усики, которые цепляются там за изгородь, и растение поднимается, лоза поднимается. Либо эти огурчики тоже так растут. Ну вот у вас 3 завязи идут. 3 очень хорошие зацепочки, либо как улучшение в 3 делах, в 3 ситуациях. Вот можно зацепиться и там зафиксироваться, и дальше тянуться вверх. Это прям заслуженно. Это не то, что вам с неба упадет, это заслуженно, потому что вы много над этим работали, вы много в это вкладывались. И новая луна просто усилит эти зацепочки, завязи усилит. Такое как подспорье, да? И еще больше даст роста. Такой тоже, да, очень приятный знак. Я вижу, что у вас в руках парус появится. Парус достаточно крупный, но вам его нужно будет приделать к лодке. Скорее всего, ваша лодка, она была без паруса, на веслах, скорее всего, была. А теперь парус появляется. Мечта, скорее всего, у кого-то появится. Смотрите, что вы задумаете, либо о чем начнете мечтать в новую луну, у вас 100% исполнится. Даже самая невероятная какая-то хрустальная мечта, она тоже может исполниться. Вы об этом думать начнете, либо мечтать не просто так, а потому что вам сама судьба, сама жизнь и высшие силы говорят: давай, загадывай, мы все исполним. Ну, парус — это то, что вас ведет к вашей мечте, что усиливает вас и позволяет вам как можно быстрее добиться того, чего вы пожелали, либо загадали. Еще мне показывают, что вороны Луны боятся, месяцы, да, растущего месяца. Чем больше становится растущий месяц, тем воронам страшнее, тем вороны стараются куда-то вот спрятаться, улизнуть подальше, чтобы не попадать под свет. Вы знаете, когда новый месяц появляется на небе, его там не видно, практически не видно. А потом он начинает расти, увеличиваться, от него больше света идет. Вот вороны будут бояться этого света, и они будут прятаться. Если сейчас какие-то ходят разговоры о вас, неприятные разговоры, какие-то сплетни, то по мере того, как месяц растет, эти сплетни, эти разговоры начнут стихать.
И вот в пик, в момент, например, полнолуния, люди вообще прекратят о вас плохое говорить, в чем-то вас там подозревать, обвинять, ну, либо сплетничать за вашей спиной. То есть тут можно просто отпустить эту ситуацию и подождать. Хороший знак. Я не могу понять, почему вороны боятся этого месяца, но что-то в этом есть. Боятся. Стихают разговоры, они убегают, они прячутся именно от света месяца. Еще показан момент, касается чьего-то здоровья. Либо вашего, вот кто на себя загадал, либо здоровья вашего близкого человека. Тут как решение какое-то будет, решение проблемы. Может быть, вы наконец-таки получите результаты, полные результаты там, своего обследования, чекапа. Возможно, доктор там поймет, чем вас нужно лечить. А возможно, вы ощутите, да, что боль, либо ваша болезнь, болезненное состояние отступает, уходит. И у вас, вот, у оленя вашего, начинают расти рога. То есть вы исцеляетесь, вы на правильном пути. Такой добрый знак для вас. Но это для тех, кто болеет, либо у кого родственники болеют, да, за кого вы переживаете больше, чем за себя. Вот именно с новолунием придет исцеление, придет возможность избавиться от болезненного состояния. Но опять же, человек лучше себя начнет чувствовать. Но если это вас касается, в принципе, все сходится. Да, у вас повышается энергия, новый месяц заряжает вас, очищает вас. И да, вы исцеляетесь в прямом смысле этого слова. Также в момент, когда придет новолуние, какой-то человек перестанет вам врать. Вот в прямом смысле слова перестанет, либо в принципе перестанет что-то говорить, глупости, ложь, либо человек вам правду все расскажет. Признает, может быть, правду и все расскажет. Какой-то обман мне идет. Обман, который очень долго тянулся и никак не заканчивался. И еще, мои хорошие, я вижу, что у вас какие-то ключи появятся. Ключи от будущего, от тайны, от секрета, от квартиры, либо от дома ключи. От сердца какого-то человека ключи появятся. И там не просто ключи, там как будто бы какая-то связка ключей. Либо отмычек, может быть, почему бы и нет. И с этими ключами вы так себя хорошо почувствуете, вот прямо и уверенность, и опять же меньше каких-то сомнений, переживаний. Вот ключи будут всегда при вас. И когда нужно, вы будете ими пользоваться. Ключи — это очень хорошо. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.